Здравствуйте! Ежедневно в нашу столицу со всего мира приезжают гости. Кого-то интересует наша республика, кого-то история татар и известные личности. Сегодня у нас в студии гость из Германии, госпожа Ирм Траут-Гучке, журналист, айтматовед. Здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, а с какой целью вы к нам в Казань приехали? Я приехала сюда просто смотреть этот красивый город, о котором мне уже много говорили. Я хотела видеть корни рода Айтматова, потому что мать Айтматова была татаркой. Они мало знали, только последние годы я об этом могла кое-что узнать. И хотелось больше узнать о нее, потому что ведь я написала книгу об Айтматове, вообще всю жизнь уже занимаюсь Айтматовым, можно сказать. И лично его хорошо знаю, знала, к сожалению, он уже не в живых. Но о матери он мало говорил, почти не говорил о матери. Об отце тоже сначала мало говорил. Как-то был стержень с детства в этом направлении. И еще меня интересовало, как живут вместе люди с разных национальными традициями и религиями. Госпожа Ирма, скажите, пожалуйста, а как вы с писателем познакомились? Да. Первое впечатление – это повесть Джамиля. И я бы здесь не сидела, если бы почти 50 лет тому назад почти не попала под машину. Потому что, да, нам задали читать эту повесть по-русски. По-немецки она звучит не так. Это по-русски. И я читала это в библиотеке, в читальном зале. Был ноябрь, сумерки ранние. Пошла на улицу, и машина вдруг почти я только вскочила. И что со мной случилось? Это что эта повесть со мной сделала? Я чувствовала, чтобы хоть как будто не хожу по земле, а немножко вверх. И вот меня этот вопрос сразу стал очень заинтересовать. Я хотела знать, что эта повесть сделала со мной, во-первых, и вообще, что литература может делать с человеком. И поэтому в следующий день пошла к профессору, сказала, вот об этом я хочу писать свою дипломную. И вообще направление моей жизни стало ясным. Познакомилась с Айтматовым. Это уже после того, когда я первой иностранкой попала в Аил Шекер. Это было в 1977 году. Я там была, первая иностранка, тоже очень интересно было. И в том же самом году был конгресс писателей за мир, и Айтматов был одним из делегатов. И тогда я впервые с ним познакомилась лично, и потом уже очень часто, когда он был в Германии, я туда поехала и ездила, и с ним беседовала, и мы несколько раз и встречались в Киргизстане. Мы вместе поехали в горы. Так многое узнала от него. А любовь к русскому языку у вас? Любовь к русскому языку – это, дети в Германской Демократической Республике, откуда я родом, они обязательно с 5 класса учились русскому языку. Некоторые дети могли, если одаренные, уже с 3 класса, я с 3 класса. А самое обучение, настоящее обучение, это началось с 9 класса до 12 класса. Была такая специальная школа по русскому языку. И там были русские учительницы, 13 уроков русского языка в неделю. И за это время я там училась. И потом университет, конечно. Вы, когда приехали в Казань, уже успели побывать и в Кукмаре. Да. Какие впечатления? Что вы там узнали для себя? Чтобы понимать
город, понимать район, понимать республики. Это требует еще немножко больше времени. Но в Кукмарах мне очень понравилось, как там люди с таким энтузиазмом построили музеи. Вот там музей в Кукмарах, где и речь идет о матери Айтматовой, Лабуда, она это организовала вот как сама, со своим энтузиазмом, все сделала, все собирала. И очень рада она, что она могла встретиться один раз с Айтматовым самим. И в других маленьких, там мы были в школах тоже были музеи. Я видела, как чистили вот кладбища, там старинные кладбища, вот где начался род Айтматова, вот старинные еще надгробники, как они чистили их, как хорошо все было сделано. Госпожа Ирма, вы сегодня успели и встретиться с руководителем исполнительного комитета Всемирного конгресса татар с Ринатом Закировым. О чем речь шла? Он мне рассказал, что есть духовная школа здесь, что ислам, который здесь очень такое имеет значение и для всего мира. Это верно, это драгоценно, я думаю, чтобы здесь, что здесь развивалась такая исламская культура, которая является гуманной и толерантной. И еще он мне сказал, что я не знала, что есть хорошие отношения с Германией, что между Татарстаном и Германией есть экономические отношения, прежде всего, там он говорил о Саксонии, Дрезден, Тюринге, вот там предприниматели здесь работают из Германии. Это мне очень понравилось. Вам так повезло, что в эти дни у нас проходит наш национальный праздник Сабантуй. Да. И мы вместе с вами ездили в Самарскую область. Да. Там прошел Сабантуй всероссийских деревень. Какими впечатлениями оттуда вы приехали? Ах, этот Сабантуй, это ведь такой очень большой праздник. Столько народу, все в хорошем настроении, лошади. Это было такое громадное такое зрелище. Мне очень понравилось. У меня было такое впечатление, различие от того, что дома обычно с таким очень высоким пафосом говорят о родине. Это у нас уже в Германии невозможно делать, потому что у нас такое прошлое. Мы еще стыдим. А мы не можем. Это всякие национальные чувства у нас уже воспринимаются как национализм, и уже они уже противные. А мне понравилось, как народ здесь живет своими национальными чувствами. И как эти национальные чувства, как с гордостью, наверное. С гордостью. Не сколько с пафосом, а с гордостью, наверное, как они сочетаются с любовью к государству. Это вы, наверное, в Германии не найдете такого, что так говорили о президенте, как здесь. Здесь вертолет. А вот Миниханов. Миниханов? Вот так. Это действительно меня большое впечатление. Но вы Сабантуй первый раз видели или до этого? Первый раз, да, первый раз видела. А как вам вообще город Казань? Понравилось? Ну, мне кажется, что Казань действительно может быть самый красивый город. Потому что, конечно, Петербург красивый, очень такой. Москва красивая, но это очень большие города, очень шумные города. А здесь более уютно, и здесь можно жить, я думаю. Ну тогда мы ждем, чтобы вы к нам почаще приезжали. Посмотрим. Госпожа Ирма, скажите, пожалуйста, после того, как вы вернетесь к себе домой в Германию,
Вы что будете делать? Писать то, что увидели? Или какая-то научная работа? Что это будет? Это, конечно, вы знаете, это впечатление является большой горой сейчас. И вопрос в том, как подниматься на эту гору. Я уже вижу две тропинки, откуда можно подниматься. Но это может измениться еще. Это умственная работа, которая проходит в какой-то степени подсознательно. Я думаю, что я напишу статью для газеты, в которой я долго работала, Neues Deutschland. Я думаю, что, может быть, еще другую статью для другой газеты, посмотрим. Я думаю, что об этом хочу говорить. Мне дали вот адреса разных татарских организаций в Германии. Я к ним обращусь. Может быть, какой-то связь получается. Может быть, я вместе с группой туристов сюда поеду. Это тоже интересно будет. Мы вас будем ждать. Спасибо. Мы будем ждать вашу статью. Спасибо. Мы вас снова ждем в Казани. Спасибо. Удачи вам. Спасибо. И спасибо, что вы с нами сегодня увиделись и рассказали о своих впечатлениях. Благодарность у меня. Меня ведь Всемирный конгресс татар пригласил. Дали возможность многое увидеть, многое узнать. Я очень благодарна. Сегодня у нас в студии в гостях была гость из Германии, госпожа Ирмтрауд Гочке. До новых встреч!